работаем. Наша общественная организация. Создан оперативный штаб. Некоторые запланированные мероприятия уже выполнены. Организованы группы, 7 групп. Из них некоторые уже вовсю работают. Сегодня, чтобы вам было понятно, я сначала расскажу, что нас привело к этому проекту, что нас подвигло к этому делу. Поэтому я начну издалека. Совсем недавно все мы повторяли это выражение известного киношного героя. «Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера». И, было понятно, что наш мир на краю грандиозных перемен, грандиозного шухера. И сегодня мы можем утверждать, что этот грандиозный шухер начался. Это мы видим, это знает каждый. Мир погрузился в глубочайший кризис. Об этом очень хорошо высказался наш президент осенью прошлого года на Сочинской конференции, на Сочинском форуме Валдайского клуба. Я буквально процитирую его. «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать. Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать». Это говорит руководитель крупной страны, политик, с мнением которого считается во всем мире. Это он один из тех политиков, который имеет вес. И, конечно же, он участвует в формировании повестки дня современной глобальной политики. Как мы видим, наша элита не знает, куда двигаться. В какую сторону двигаться? От чего отказываться? Что пересматривать или корректировать? Это очень такие знаковые слова. Элита не знает, куда двигаться. И Владимир Владимирович говорит, что этот наступивший кризис не только экономический, не только финансовый, как некоторые внушают нам. Это не только политический. Все эти трудности, они являются последствием мировоззренческого кризиса, концептуального. То есть мы не в той концепции живем. Мировоззренческий кризис, мировоззренческий, идеологический кризис, который тянет за собой все беды, наступившие сегодня. А что такое мировоззрение? Воззреть на мир вроде понятное, на родном языке слово, но тем не менее, мировоззрение, если покопаться в умных книжках, и это довольно такое широкое понятие, но это мы рассматривать здесь полностью не будем. Просто я приведу из справочника система взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе. Наше мировоззрение обуславливает все наши взгляды, определяет основные жизненные наши позиции, наши убеждения и идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Поэтому сильные мира сего очень большое внимание уделяют на вопросы формирования у человека мировоззрения. Если простыми словами, мировоззрение – это картина мира, которая отложилась
у нас в мозгу, а если быть точнее, в левом и в правом полушарии. Образы мира видимого и мира невидимого тоже. Вот мировоззрение или мировоззренческая картина или мировоззренческая модель является самым краеугольным камнем самой большой политики, глобальной политики. Поэтому те силы, которые сегодня управляют миром, они первостепенный приоритет придают именно мировоззрению людей. Вот я нашел в интернете очень хорошую картинку. Здесь, посмотрите, здесь все очень хорошо все расписано. Даже по сравнению вот с традиционными видами вооружений, но это самое слабое оружие для завоевания умов людей. Самое большое, самое максимальное мощное действие оказывает мировоззрение, мировоззренческие вопросы. Хотя по быстродействию оно самое медленное. Сегодняшнее доминирующее в мире мировоззрение сформировалось не вчера, оно складывалось в течение нескольких столетий, начиная со средних веков. И оно кривое, оно специально искривленное. И человечество давно блуждает в трех соснах, потеряв правильное представление о мире, придав забвению истинную картину мироустройства, завещанную нам предками. Алчные и хитрые люди, всласть имущие, со своими верными подельниками, создателями авраамических религий, еще в средние века увели человечество по ложному пути, огнем и мечом навязав ему религиозную дуалистическую модель мира, противоречащую вечным законам мироздания. С тех пор человеческое общество, опираясь на данную картину мира, пытается сконструировать, выстроить и организовать на Земле свое искусственное, удобное ему мироустройство. По идее, построенном человеком миропорядке, чем точнее отражены законы реального вселенского мироустройства, тем удобнее и гармоничнее и счастливее должна становиться наша жизнь, человеческая жизнь на Земле. Однако такого не наблюдается. Тот факт, что вся человеческая история по сей день сопровождается постоянными неурядицами, большими и малыми конфликтами, кровопролитными войнами, природными катаклизмами и техногенными катастрофами, периодическими кризисами и эпидемиями различных смертельных болезней, свидетельствует о том, что люди, выстраивая на Земле свой рукотворный миропорядок, все еще очень далеки от понимания и соблюдения истинных законов мироздания. Какая концепция сегодня является доминирующей, главенствующей в мире, в нашем мире? Дуализм. Дуализм – это учение, противоположное монизму, материализму, идеализму, и признающие две равноправные первоосновы бытия – материальную и духовную. Дуализм работает в очень ограниченных сферах. Основоположниками этого философского дуализма является Аристотель. Еще в IV веке он сформулировал вот эту концепцию. Ну и, конечно, Рене Декарт. Это средние века, 16-17 века. Вот. Дуализм по Декарту утверждает, что существует две независимые субстанции – материальная и духовная. Все в мире производно либо от одной, либо от другой из указанных субстанций. В человеке соединяются одновременно две субстанции – и материальная, и духовная. Материя и сознание – две
противоположные и взаимосвязанные стороны единого бытия. Тут надо вот ключевое слово «противоположно». Если ты не со мной, то ты мой враг. Дуализм. Это вывод дуализма. Основного вопроса философии, что первично материя или сознание, в действительности не существует, так как материя и сознание взаимодополняют друг друга и существуют всегда. Но хоть в этом Декарт прав. Вот эту концепцию никто не пересматривал. Вообще философская наука, обществоведческие науки у нас отстают страшно от жизни. Они ни на шаг не продвинулись со средних веков. Это слишком радикально, я утверждаю, но на самом деле это так. Кроме дуализма, даже наука пошла по этому пути, научный дуализм. И вот поэтому мы видим мир неверно. Мир не двоичен, мир троичен. Вот. Поэтому, если ты не видишь правильную картину мира, то что бы ты ни делал на этой земле, это все неверно. Если фундамент стоит неправильно, то какой бы фасад мы ни вылепили, этот фасад, когда время придет, он рухнет вместе с фундаментом. Фундамент у нас стоит на двух ножках. На двух ножках ни стул, ничего стоять не может. Нужна третья нога. Вот. Это основная причина, самая главная, самая такая базовая причина нынешнего кризиса. Сегодня существует очень много идей, которые предлагают экономические модели, политические модели, философские модели, которые предлагают якобы выход из тупика, исторического тупика. Но все эти концепции, гипотезы, предложения, идеи я бы охарактеризовал вот точно вот этой картиной. Оказались в лабиринте, выхода нет. И большинство из этих концепций, они направлены на то, чтобы сохранить материальное богатство сильных мира сего. Кричат, выход из кризиса есть, а на самом деле никто не знает. Об этом очень хорошо высказался президент Путин. Вот. И мы сегодня, человечество, похоже вот на эту картинку. Я эту картинку очень уважаю. Очень простая, но очень точно показывает нынешнее положение человечества. 90% идут в темноту, в пропасть, заложенным солнцем. Только вот один смотрит на реальное солнце, и то он не уверен. Он видит это, он солнце, истину или нет. Почему? Потому что миллиарды идут в пропасть. И он якобы тоже должен идти за этими миллиардами. Вот из этого множества концепций, идей самым рабочим оказался проект COVID-19. Об этом нас известил председатель Давосского форума, некто Клаус Шваб. The Great Reset. Об этом вы слышали, да? Наша политическая, экономическая, финансовая элита видит причину наступившего кризиса, перенаселения планеты, нехватки ресурсов, в экологических проблемах и материальной сегрегации общества. И они предложили, инклюзивный капитализм. Деньги должны исчезнуть. 2/3 населения должны в связи с пандемией всех провакцинировать, чипировать, оставшихся людей загнать в цифровой концлагерь и управлять человечеством как компьютерной игрой. Вот кому это выгодно, это все вы знаете. Имя это было создано Всемирная организация здравоохранения. Это частная лавка.
Билла Гейтса и еще одного там парня богатого. И, значит, они начали очень круто действовать. Им кое-что удалось. Уничтожили довольно большое количество населения. Это теория того же Мальтуса, нью-мальтузианство. Вот. ВОЗ командует всем миром, все правительства берут под козырек и впрягаются вот в это грязное дело. Грязное дело. И у нас в России еще лет 5 назад вот небезызвестный наш Чубайс с высокой трибуны призывал подключиться к этому благородному начинанию по сокращению народонаселения. 7 миллиардов до 1,5 миллиарда. Ну, вы это видели, наверное, есть в Ютьюбе, и сейчас есть этот ролик. Ну и наше правительство, наши правители российские, к сожалению, тоже нехило впряглись в это дело. Коронабесие, безумие коронабесия мы еще не забыли. Вот над всеми городами начали летать самолеты, рассеивать так называемый химтрейл. Над Якутском мы тоже часто наблюдали. И многие писали, говорили, вот именно вот они и распрыскивают вот эти возбудители этого самого ковида. Но лет 10 назад никто бы не поверил, что вот наше родное правительство будет вот так вот поступать с населением. Но сегодня этим никого не удивишь. Люди особо все замечают, но реально никто палец о палец не ударил. Не было ни митингов, ни судебных разбирательств. Ничего не было. Добровольно болеем, лечимся, чем лечат. Ну и на все это мы смотрим как-то так. Как, обреченно, я бы сказал. Почему? Потому что нет идеи нормальной. Люди все находятся в каком-то анабиозе, в анабиозном сне. Ну и это коронабесие, оно резко как началось, так же резко, надеюсь, закончилось 24 февраля текущего года. Владимир Владимирович объявил специальную военную операцию на Украине. И вот с этого момента коронабесие идет на убыль. Да? Люди все, и западные страны, все включились в поддержку этой войны. Все заинтересованы, чтобы эта война продлилась как можно дольше. Это и понятно, это естественно, я бы сказал. Многие аналитики, политологи, они давно говорили о современной Третьей мировой войне гибридного типа. Это тотальная война, но эта война бесконечно не могла длиться только на такой экономической или такой плоскости гражданской. Такая война обязательно, заключительным этапом такой войны обязательно является горячая фаза. Горячую фазу пытались запустить на Ближнем Востоке. Тот же ИГИЛ, там Израиль с Ираном хотели, чтобы они начали войну. Но никто не хотел воевать. Но так или иначе, эта война, горячая фаза, началась на территории нашей страны, нашей России. Украину мы не можем назвать другой страной, потому что исторически это наша земля. Евразийская, еще со времен скифов, это наша земля. Вот. И вот мы воюем с украинцами, якобы врагами. Да? Сегодня многие согласны с мнением, что нынешний мировой кризис возник по воле высших сил.
с целью пробуждения человечества, очищения его от многовековой духовной грязи и лжи, чтобы раскрыть глаза и умы людей на истину. Пришло время возвращаться к истокам, ведь наши предки когда-то пользовались истинной картиной мира, которая заключается в признании трехсоставности триединого мира. Вот. Сегодня все говорят, вы слышали, наверное, вот такое выражение, как раньше уже никогда не будет. И я уверен, вот те люди, которые как мантру повторяют эти слова, у них в голове нет идей. Ну, как раньше никогда не будет. А мир каким будет? Никто не знает. Никто не знает. Об этом сказал тоже Путин. Я его процитирую, потому что, я еще раз повторяю, это человек, который участвует в формировании глобальной, актуальной повестки глобальной политики. Вот. Это тоже на Давосском форуме он высказался таким образом. Я процитирую. «Человечество вступило в новый период более 3 десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. Тогда, в то время, начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферах, опоры для мировой системы. Искали эту опору, но надо признать, пока обрести ее не удалось. Мир завис и оказался в тупике». Это я комментирую. Постоянной переменчивости, непредсказуемости, к постоянному транзиту мы вроде бы должны уже приспособиться, но этого также не произошло. Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям. От усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек. В чем смысл его существования? Наша элита не знает, в чем смысл существования человека. Вы понимаете, да? В какой заднице мы оказались? Руководители не знают, в чем смысл существования человека. Отлично, да? Существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри общества, и на международном уровне. А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубокими общественными расколами. Боятся Майданов, конечно. Президент на форуме Валдайского клуба сам четко указал, где нужно искать путь выхода из нынешнего кризиса. В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, ценностной. По сути, ценности – это продукт культурно-исторического развития каждой нации и продукт уникальный. Взаимное переплетение народов, без сомнения, обогащает, открытость расширяет кругозор и позволяет по-иному осмыслить собственную традицию. Но этот процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно, даже в резкой форме. Попытки ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют и без того острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет, но рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом. Сейчас объясню, в чем оно. В нашем историческом
опыте. Вот тут он на 100% прав. И было ожидаемо, что он объявит текущий год годом культурного наследия народов. Так и случилось. 30 декабря 2021 года в России объявлен 22 год, объявлен годом культурного наследия народов. Вот. Еще с 90-х годов, как началась эта перестройка, многие элиты всегда говорят об евразийской цивилизации. По сегодняшний день создано множество всяких структур, институтов, но пока таких реальных движений нет. Евразийский экономический союз объявили, но реальных движений нет. Потому что только на экономическом интересе общего такого государства или общности государств не построишь. Что такое евразийство? Евразийство первоначально идейно-мировоззренческое, затем также общественно-политическое движение, возникшее в среде русской миграции в 20-30-х годах прошлого века, для которой центральной является историосовская и культурологическая концепция России и Евразии как самобытной цивилизации, объединившей элементы Востока и Запада, самостоятельного географического и исторического мира, расположенного между Европой и Азией, но отличающегося от обеих в геополитическом и культурном аспектах. Но никто пока еще не обращал внимания в Евразии, почему Великая Степь в течение тысячелетий была единой державой. В чем был секрет, что их объединяло, какое у них было мировоззрение, в чем оно заключалось. Никто не изучал, никто. Даже Лев Гумилев, Трубецкой чуть-чуть подошел. Но, опять же, до сути он не докопался. А наша Россия, она вообще, мне даже смешно, было бы смешно, если бы это было не так грустно. Россия кичится, что является тысячелетней цивилизацией. И начало этой цивилизации наши историки, ученые, политики считают с момента крещения Руси. Есть памятник в Новгороде, видели, наверное, многие. Там Михаил Микишин в честь тысячелетия поставили памятник династии Романовых. Это неверное представление, что где Палестина, христианизация, родина христианства, да, и где Россия. Почему Россия русские люди должны изучать Библию, историю еврейского народа, молиться мифическому еврейскому распятому парню? Вообще это же глупость. Навязыванием христианства, с насильным навязыванием, это христианство с Запада пришло. Они переформатировали наш разум, наше сознание. Мы перестали быть самими собой. Об этом очень скромно говорят многие. Но громогласно это еще не звучит. Каждый русский человек себя считает христианином. А между тем христианство и православие – это две абсолютно разные вещи. Поэтому считать начало России с момента принятия христианства – это абсолютная глупость. Наши предки жили и до прихода христианства, и нашей цивилизации не только 1000 лет, а очень много тысячелетий. Люди в Евразии жили всегда. И я хотел бы вам показать одну картину известного художника, знаменитого Ильи Глазунова. Называется «Вечная Россия». «Вечная Россия». Посмотрите, он изобразил, эту работу он выполнил в честь 1000-столетия, опять же, крещения Руси.
И здесь изображены множество вот колонн, которая идет. Это якобы Россия, история России. Здесь изображены лики реальных святых, возведенных в святые русских людей, церковных деятелей, деятелей культуры, ученые, писатели. Их здесь 56 человек по мордам, да, считают. Но я реально вот эту картину такой, в оригинале я еще не видел. Обязательно я в следующий раз в Москве буду, обязательно схожу. Вот. И вот смотрите, «Вечная Россия». Илья Глазунов сначала назвал эту свою картину «100 веков». И он был прав. Понимаете? Вот нашей цивилизации как минимум 100 веков, то есть 10 тысяч лет. И вот эта картина как раз охватывает христианский период истории нашей России. Я бы очень не хотел, чтобы наша Россия вечно была такая, похожая на траурную процессию. Здесь тысячи людей, и вы вот посмотрите и найдите хотя бы одно счастливое, улыбающееся лицо. Все они подавлены проблемами, они в скорби, вечной скорби. Небо пылает пожарами, вот дым от пожаров черный. Вокруг разруха, войны, убийства. Вот это наша история. Это наша история. Вот когда великий художник пишет такие монументальные картины, его рукой водят сами высшие силы. Я читал даже толкование самого Ильи Глазунова, но он несколько не совпадает с моим восприятием. Вот. И вот что интересно, да, в самом центре этой картины крест с распятием, с трупом. Если мы труп таскаем, выставив его в самом центре, выше всего, конечно, что вы ожидаете? Праздника, что ли, жизненного? Вот так и будет похоронная процессия идти вечно, если мы не вернем дохристианскую веру, дохристианское духовное учение. А такие шансы есть. Об этом сказано также вот в этой картине. Есть единственный человек, который радуется жизни, улыбается. Вот на самом левом углу сидит тюрк. Улыбается он, поднимает кубок. Вот, поднимает кубок. И это толкователи это назвали торжество Золотой Орды. И рядом стоит голая женщина. Ее назвали пленная княжна. Вот, на мой взгляд, это голая истина. Голая истина. Кто привел на Русь истину, истинную веру, истинное православие? Об этом нигде в истории не пишут и не говорят. Это тайна за 7 печатями. На самом деле чингизиды провели очень такую существенную реформу христианства греческого толка. Очень неправильно понимают те, которые думают, что Чингисхан был толерастом. Он якобы потакал всем религиям, свое не навязывал. Это абсолютно неверное представление. Любой завоеватель первым делом меняет идею. Ему надо для своих новых подданных доказать, что он от Бога. И поэтому он вынужден даже навязать им своего Бога. И наши мудрецы, они, в отличие от западных клерикалов, западных богословов, западных завоевателей, действовали очень хитро.
очень мудро. Они использовали всегда силу знаков и символов. Помните, да, есть выражение Конфуция: знаки и символы правят миром. И вот первым делом Чингизиды взялись за реформу русского христианства, греческого толка, и полностью они восстановили истинное православие. Истинное православие – это поклонение Солнцу, но через знаки и символы, понятные русскому народу. Они никогда не пихали вот эти образы, понятные степняка. И они очень хорошо продумывали вот эти вот храмы, церковная атрибутика, иконы и прочее. Они, если так разобраться, они повествуют нам скрытые смыслы этих символов, повествуют нам о сути, содержании Солнца, системы, мировоззренческой системы, солнцепоклонничества исконной, древней. Но об этом мы расскажем в течение вот этого нашего культурного похода. Будет серия из 20-25 лекций. Желающие смогут все это посмотреть, послушать. А вот в рамках презентации все это рассказать практически невозможно. Православные храмы, по сути, они являются символами солнцепоклонничества. Храм византийского стиля – это солнечный календарь, а храм постмонгольского стиля – это 3 мира и 9 небес. Откуда пришло? Мы должны вернуть вот такие исконные кресты истинного православия, убрать труп оттуда мифического еврейского парня, казненного якобы римлянами. Если быть внимательным и посмотреть вот на кресты, которые венчают старинные храмы, то там распятия нет. А в центре всегда образ солнца. И это прекрасно читается. Но об этом мы тоже расскажем в отдельной лекции. Мы должны вернуть вот такие вот кресты. Это и календарь, и система воспитания элиты. Это очень лаконичный символ мировоззренческой системы наших предков. Об этом никто не рассказывает. Откуда пришло такое видение мира, такая картина мира? Вот многие традиционалисты, ученые, они пишут, что такие знания принесли так называемые гиперборейцы или арийцы. Был такой материк Гиперборея в Северном Ледовитом океане. 12 тысяч лет назад в результате какого-то природного катаклизма этот материк сместился, Северный полюс сместился и примкнул к северу, в районе где-то Кольского полуострова, примкнул к континенту Евразии. Здесь водились множество живности, называют «золотой век». Золотой век. Мамонты, шерстистые носороги и прочее. Климат был относительно теплым. И после этой катастрофы, катаклизма все начало холодать. Материк начал уходить под воду. Здесь жили арийцы или гиперборейцы. Они владели технологиями, не технократическими, а энергетическими технологиями. Это была очень развитая цивилизация. Основным объектом охоты был мамонт. Мамонты начали уходить в теплые края, мигрировать. И за ними, конечно, пошли и охотники. Подобно тому, как лед, растаявший на вершине горы, вода стекает вниз. Также из холодного климата, из холодных краев, из холодных широт, как животные, так и люди постепенно мигрируют в самые теплые и благодатные
края. На континенте Евразии таким краем является, конечно же, Средиземноморье, Черное море, Каспий. Это самые благодатные места. И испокон веков, с самого начала времен, люди всегда переселялись туда. И эта земля очень обильно полита кровью. Хорошие земли всегда были таким объектом вожделения. Племена воевали за обладание этими землями. И, как пишут ученые, в частности Герман Бирт, немецкий ученый голландского происхождения, первое проникновение ариев в Европу это было где-то 10-8 тысяч лет назад. Потом второе пришествие тех же арийцев случилось 5-4 тысячи лет назад. Эти арийцы жили в пределах нынешней Якутии, проживали где-то в течение 4-5 тысячелетий, съели остатков мамонтов и пошли вверх по Лене в поисках пищи и новых приключений. И, конечно же, эти кочевники в конце концов дошли до Средиземноморья, Черноморья, Причерноморья, Каспия. Ну и здесь тоже история полна. Первые рабовладельческие государства. И арии, они очень хорошо видели, знали устройство этого мира. Поэтому где бы они ни появлялись, они всегда составляли элиту, возглавляли, строили государство. Но сытная жизнь в рабовладельческом обществе, конечно, развращает человека. Человек может и не молиться, он сам уже полубог. Поэтому время от времени орды с севера перетряхивали южан, отошедших от истинных знаний. И арийцы, они смешались с автохтонами и завладели очень большим пространством Великой Степи. Это пространство называется сейчас скифо-сибирским миром. Сейчас доказано, никто не спорит, что скифы шли из северо-востока, и дошли до аж Северной Африки, Ближний Восток и так далее, Причерноморье, прочее. И они, где бы они ни были, они распространяли правильное видение мира. Сейчас пишут шаманское видение мира. Южные автохтоны, они видели мир двоично. Но это звериный взгляд. Видимый мир и невидимый мир. Все. Дальше они не лезли. А арии чем отличались? У них в голове была концепция о трехсоставности мира. Верхний мир – это информационный мир. Средний мир – это то, что… средний мир – это энергоинформационный мир на самом деле. По-якутски называется исчи. То, что есть на этой земле, конечно, имеет свой такой энергетический эгрегор, начиная от мелкой травинки-былинки, заканчивая большими горами, океанами, морями, реками, ручьями. И нижний мир – это мир атомов. Материальный мир, где получается все материальное. Энергоинформационная сущность превращается в материю. Распространителями этих знаний были шаманы. Шаманы – это люди, у которых духовное развитие достигло до самых высоких уровней. Концепция о трехсоставности мира, она распространилась по всей Евразии. Верхний мир, средний мир, нижний мир. У всех народов это понятие до сих пор есть, но оно завуалировано, забыто религиозным дуализмом. Бог сатана, и дянь, Аллах, шайтан и так далее. Тело, душа. О трехсоставности мы забыли. Сегодня и наука вплотную подошла
к этой концепции, к истинной. Вот мир атомов или мир нижний, материальный, они называют микромиром. Это атомы, молекулы. Макромир – это объекты живой, неживой природы. И мегамир – это системы, космические системы, галактические системы. Вы, если интересуетесь, посмотрите Сергея Ивановича Сухоноса. У него есть множество лекций в YouTube. Будет очень полезно. И вот первая полная истинная картина мира оставлена гиперборейцами в эпоху ранней бронзы, примерно 4500 лет назад на скале на берегу реки Лена. Про этих лосей вы, наверное, слышали, может, кто-то и видел. Я же называю этот наскальный рисунок первой иконой Троицы на скале страны гипербореев. Именно про эту картину, на мой взгляд, и высказался провидец, пророк Парацельс в XVI веке. «Воссияет божественный свет с горы страны гипербореев, и его увидят все жители земли». Это высказывание Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма. Это швейцарский врач, естествоиспытатель, алхимик, астролог. Он много лет работал в России, он был влюблен в Россию, он верил в Россию. И вот он высказался об этом. Я думаю именно про эту картину. Почему я так говорю? Потому что вот впервые в древности полная картина, истинная картина мира нарисована именно вот у нас в Якутии. Образ троицы лосей на рисунке символизирует высших творцов, а и трехсоставного триединого мира. Вот лосиха – символ нижнего мира. Лосенок, который идет с ахатом, символ среднего мира. Ну и с ахатой символ мира верхнего. Ребра посчитайте. Вот 2 ребра у лосихи и 7 ребер у лося. Это 9 небес, те самые. Ну и человек тоже состоит из 3 составных частей, из 3 кут, так называемых. По-якутски кут, если перевести, это наливать, наполнять. Человек состоит из 3 наполнений. Не только из тела и души, а вот боркут – это материальное тело, и якут – это генетическая связь с родовым эгрегором, это связь с предками. Евреи называют это животной душой. И салгенкот – это часть вселенского информационного поля, через которую человек связан со Вселенной. Евреи это называют божественной душой. И цель, смысл существования человека они видят в том, что человек рождается для того, чтобы свою животную душу развить до уровня божественной души. Вот. Ну, это мы разобрались. Эти рисунки, они являются такими совмещенными или вязанными рунами. Мы это развязали. Как развязали, мы расскажем. И получили вот такое вот выражение, очень понятное на современном якутском языке. «Абы аягары истячи иль уйдыт». Смысловой перевод – это «высшие силы, пошлите мне разум гармонии». Вот 5000 лет назад наши предки искали гармонию с окружающим миром. Сегодня как мы отошли от этой гармонии? Мы сегодня мы пилим суп, на котором сидим. Все понимают, что если так будет продолжаться, то наступит конец истории. Но тем не менее мы это продолжаем с безумством.
Вот откуда появилась вот такая концепция трехсоставности мира. Конечно, из Гипербореи люди, которые жили в триполярном круге, они не видели солнца полгода и всегда считали вот таким проявлением самого могущественного божества во Вселенной. Они проявлением на Земле считали солнце. Потому что при появлении солнца уходит темень, тают льды, снег, и застывшая природа оживает вновь. Начинается вновь цикл жизни. Поэтому они молились на солнце. И самым верхним божеством считали солнце. Не только гиперборейцы, но в древности многие-многие народы, они поклонялись солнцу, что было естественно. И только на севере, вот при появлении весной, в такое морозное утро, по-моему, солнце появлялось вот в таком вот виде. В виде гало, сейчас называют. Ну и люди, не отягощенные научными знаниями, они понимали все буквально. Если белый творец он показывает себя в таких трех ипостасях, значит, он существует, значит, три в одном, как бы, да. И этот творец создает три мира. Мир нижний, неведомый, мир средний и мир верхний. И вот белые небеса, цвет солнца, в дождливую погоду вдруг они разверзались и открывали свои тайны. Появлялась радуга, из них видимыми отличаемыми были 7 цветов. И вот они посчитали, что это 7 небес, они соединяются таким чудесным образом и образуют белый свет. И из этого видения, из этого явления они создали такую иерархию небес, небесных сил. Шаманы знали, что есть еще один невидимый цвет. И вот самые нижние небеса, они невидимы. Инфракрасное, цвет инфракрасного излучения. Это первый ярус, второй ярус красный, потом оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Они вместе, если соединяются, то появляется белый свет. Вот происхождение сакрального понятия о 9 небесах. Трехсоставного, триединого мира у солнцепоклонников. Ну и разделяли, конечно, первые 2 яруса небес – это нижний мир, 2 ребра у лосихи. Средний мир они представляли 3 цветами, и мир верхний, начиная с 6 яруса, 6, 7, 8, и 9 цвет солнца – это мир верхний в представлении древних людей. Но об этом есть множество свидетельств. У нас, у якутов, очень, сегодня каждый знает, есть 3 мира, 9 небес. У славянских народов это забылось, хотя вот каждая сказка предваряется, русская сказка, в 3-9 царстве, такая присказка. Но это тоже отголоски от древних таких представлений о мире. Вот концепция о трехсоставности мира нашла отражение в образе священного дерева. Вот мировое древо, концепция мирового древа. Корни – это нижний мир, ствол, ветви – это мир средний, разбрасывает семена потомства. И макушка упирается в небо, в верхний мир. У буддистов это древо Бодхи, у скандинавов древо Игдрасиль, мировое древо у славян. Ну и у нас, у якутов, тоже есть 3 вида такого древа жизни. Алаукмас, Утыкмас, Уикмас, ну и Керехмас. Ну, это тоже такая иносказательно-гротескная
они образ древа и его уровни ветвей говорят о тех же 9 уровнях развития человека. Вот каждые небеса, каждый ярус небес, они, значит, на каждый ярус небес они посадили по Творцу, Создателю. Начиная вот с нижних, это Яхсидюга, Сюджан Хотай, Сурун, Бельгатан Хадилха, Адульчинус и 9 высшие небеса, Араи Тойон. Вот. И человек, который создан по образу Солнца, он тоже подчиняется такому одному вселенскому закону развития. И духовное развитие не только тело человека отражает божественные законы, божественные пропорции, но и духовное развитие подчинено этому вселенскому закону. И вот каждые небеса, они, значит, хозяин этих небес курирует как бы человека в течение всей его жизни. Внутриутробное, вот в невидимом мире человек появляется в утробе матери. Это Аегетхоту до 8 лет, это Иерсит до 13 лет, это Джугуй Аи. 4 уровень Сусюнджан и хозяйка, дух матери земли Аналахчин до 34 лет. Это Хотой Аи. 6 уровень до 55 лет. Это Сорун, это уровень мастеров. Так, 6 и 7 уровень до 89. Ну и 8 уровень, это жизнь на Земле, должна продолжаться до 144 лет. Это не из пальцев высосанные цифры. Есть закон, называется спираль Вселенной или спираль Фибоначчи, ряд Фибоначчи. Это простой арифметический ряд. Вот это возраст человека, когда происходят в организме человека очень существенные генетические изменения, которые отражаются и на его внешнем виде. Об этом у нас есть лекция, об этом должны узнать все люди. Вот, если продолжаем, значит, мы привязались вот к первой модели, первой картине. Это Троица на скале. Потом арийцы выходят на Саянский хребет. Основным объектом охоты у них уже горный баран. И уже они изображают свою модель в виде головы барана. Шея – это мир нижний, средний мир человек воспринимает при помощи 5 органов чувств: слух, зрение, обоняние, вкус, и бородка – это осязание. Рога – это в виде спирали, это мир верхний. И там вот таких 9 колец – это те же самые 9 небес. Потом, значит, 3,5-4 тысячи лет назад арийцы, гиперборейцы выходят на пространство открытых степей, и там появляется культура так называемых плиточных могил или оленных камней, говорят. Это неправильное название. Правильнее было бы назвать их солнечными камнями. Как видите, главным элементом камня. Людей трупы сжигали, потому что камень копать очень сложно. Так, вот. И вот смотрим, тут опять видим те же 9 небес, но вот олень. Почему олень? Я вам объясню, почему олень. Вот, это костромской олень. Это уже из золота отливает. И опять вот количество рогов, это 9, максимум бывает 9. Здесь бывает самое меньшее количество 5 отростков. Это уровень духовного развития человека, который похоронен, прах которого похоронен под этим камнем. Почему они
выбирали в качестве тотема, такого главного тотема, оленя. Тут есть две причины, на наш взгляд. Первое – это самый древний архетип, когда арийцы, гиперборейцы жили в приполярной тундре, в пределах приполярной тундры. Солнце, когда весной выходит солнце, как в апреле, и это время как раз совпадало со временем миграции тучных стад северного оленя из тайги в открытое пространство тундры. И древние люди считали, что главное божество Солнце приносит олень на своих рогах. Она богоносица. Вот поэтому они выбрали качество тотема, всегда помнили этого оленя. И вторая причина. Шаманы, они очень наблюдательные люди. И из всех парнокопытных только класс оленей каждый год скидывает рога зимой. А летом отрастают опять рога. И в отличие от прошлогодних рогов, на новых рогах на один отросток вырастает больше. Это они уподобляли Иекут, то есть родовая генетическая составляющая человека, сущность человека. И человек в течение своей жизни, он хотя бы на один уровень должен поднять свою вот эту животную душу. И Иекут на один уровень духовного развития должен поднять. И вот поэтому они всегда держали в качестве тотема оленя. А это вообще феноменальное произведение. Я это называю скифской троицей. Вот. Ну, про скифов у нас есть лекции на 6 часов, 2 лекции по 3 часа. Есть очень много скифских произведений, и о них можно говорить очень и очень много. Они читабельны, современные люди, привыкшие мыслить в пределах дуалистической концепции, они ничего не понимают, не читают. Вот они читабельны, и в них заложено столько информации, которая по содержанию, по глубине превосходит все вот эти писульки священные, так называемые, вместе взятые. Что Коран, что Библия, что Тора. Там одна вода, а здесь очень кратко, лаконично все они изложили. Вот цель существования человека на Земле. О чем не знает наш президент, да? Вообще наш элита не знает. Вот. Ну вот это называют, эту золотую бляшку называют 3 скифа, отдыхающие под деревом. Ну и один фантазер интерпретирует это, толкует, как сцену из иранского эпоса, где один герой-любовник воровал красавиц, и он якобы там уснул, обняв свою возлюбленную, уставший от любовных потех, на коленях своего раба. Вот. А на самом деле вот дерево – это мировое древо, это символ трехсоставного мира. Корень, ствол, ветви и верхушкой касается верхнего мира. А вот 3 составляющих человека, они вот 3 фигуры. Справа сидит Боркут, физическое тело, и мертвый, лежащий человек – это Иекут, это его предок, родовой эгрегор. И через Иекут он общается через Салгын-Кут с верхним миром. Салгын-Кут, статус Салгын-Кут дает его шапка, своеобразная высокая шапка. И вот есть нить, которая соединяет с верхушкой дерева. Если мы посчитаем листья вдоль этой линии, то мы посчитаем 6 этих ветвей. На древнем языке 6-й будет алтыс. Слово алтыс имеет 2 значения. Алтыс – это общайся, будучи в среде высших сил. И алтыс – это порядковая числительность. Здесь очень лаконично показали,
Человек, если в своем духовном развитии поднимается до 6-го уровня, он приобретает способность понимать язык высших сил. И он становится мастером своего дела, шаманом, благословителем, и так далее. По Сократу это 3 профессии от Бога. Это лекарь, учитель и судья. Это, в принципе, полностью совпадает. И 2 коня, там 8 мы видим 8 ног, 4 задние ноги, 4 передние, 2 головы, 1 уздечка, 1 поводок, 1 хвост. Это говорит о том, что лошадь – это символ перехода через земную жизнь. И человек в течение своей жизни, он должен с одной лошади обязательно должен пересесть на 2-ю свою лошадь. Первые 4 уровня духовного развития – это задние ноги, они связаны. Зад всегда считается, символизирует мир нижний, с миром материальным, нижним миром связан. Но по достижении определенного возраста, а именно 21 года, человек должен пересесть уже на 2-ю свою лошадь. То есть элитные уровни начинаются с 5-го уровня. Это уровень воинов, защитников. 6-й уровень мастеров. 7-й уровень – это уровень правителей. И 8-й уровень – это уровень мудрецов, жрецов. Человек должен обязательно пройти все эти 8 уровней духовного развития, чтобы стать равным Создателю. Об этом говорит это изделие. И все историки говорят о скифах, о саках, что они были воинственными, кровожадными племенами, жили только войной, грабежами. Это абсолютная ложь. Они жили мечтой жизни без войн, мирной жизни. Об этом говорит лук с горитом, который повешен на мировое древо. О чем рассказывает это изделие. И серьги, золотые серьги. Тут я как увидел, сразу на ум пришли слова из стихотворения «Скифы» Александра Блока. «Для вас века, для нас единый час». Смотрите, справа – это серьги сакской царицы, из кургана «Толстая могила». Образ женщины и 8 подвес. Это образ Родины-Матери, Мать-Родина. И у нас есть такое представление «Агас илях салах ан едойду», говорят. 8-предельная, 8-уровневая Родина-Мать. Можно так перевести. И современные серьги в традиционном якутском стиле. Это тоже образ женщины и 8 подвесок. Абсолютно то же самое. По смыслу они одинаковые, абсолютно идентичные. И эта застежка до сих пор называется, кажется, это солнце. Сергек Утаргакыне. Солнце называют. Как раз 9 как раз небес. Это о чем говорит? Это говорит о том, что это представители мы одной и той же цивилизации. Мы живем единым таким одним культурным кодом. Будет разница 2500 лет, но представления, мировоззренческие представления не изменились в течение этого времени. Идем дальше. Я обязательно должен рассказать про эту бляшку. Эту бляшку называют братание скифов. Братание скифов.
и интерпретирует так, что по Геродоту. Геродот писал, что скифы любят пить вино, не разбавляя греческое вино, до опьянения. И думают, что это два пьянчушки, осака, скифа. Они сидят, братаются, хлещут вино. На самом же деле, смотрите, эти два парня, они похожи как близнецы, братья. Они являются символом двух полушарий мозга. В двух полушариях мозга откладываются образы о мире, наше миропредставление, наше мировоззрение. И нормальное, истинное мировоззрение должно опираться на концепции о трехсоставности, триединства мира. Поэтому видны только три ноги. Два человека, три ноги. Левый человек, он коленопреклоненный. Это значит, он подчиненный, играет подчиненный. Левое полушарие, то есть логическое мышление, имеет подчиненную роль перед интуитивным разумом. А интуиция, правое полушарие – это связь с родовым эгрегором, связь с предками и связь со вселенским информационным полем. Правая нога – это связь с предками, левая нога правого скифа – это связь со вселенским информационным полем. Он сидит, левая рука на роге изобилия выше, у левого скифа, у левого полушария рука ниже. То есть левое полушарие, логическое мышление, оно имеет подчиненную роль. Человек должен следовать советам высших сил, своих предков и высших творцов. Об этом говорится. Только тогда человек в срединном мире может достичь изобилия. Вот о чем говорит эта бляшка. На первый взгляд очень простая. На самом деле здесь скрыты такие глубинные мировоззренческие понятия. Об этой пекторали можно рассказывать очень и очень долго. Но это только презентация, я вскользь напомню. Это одно из величайших археологических находок XX века, пишут ученые. А на мой взгляд, это не только XX века, а самое величайшее археологическое открытие, находка, потому что здесь показана идеология, правильная, истинная идеология, которая должна придерживаться, должно придерживаться любое человеческое общество. Нижний ряд – это звери, терзание зверей, говорят, и интерпретируют как это скифский календарь. Средний ряд – это здесь растительная тема на сплошной пластине золотой, цветы, растения. Это подозревают, что это рецепт какого-то чудодейственного лекарства. А верхний ряд интерпретирует правильно. Это скот скифского хозяйства, степного хозяйства. Сидят два человека, делят овечью шкуру по шкуре. Одновременно символизирует карту скифских владений. Якобы, да? На самом же деле нижний ряд, три ряда – это три мира, намек на трехсоставность мира. Нижний ряд – это уровни духовного развития человека. Или можно назвать принципы формирования власти. Во власть, в верхний ярус пускали только тех, которые прошли трижды испытания. Смотрите, грифоны, терзающие лошадь, они символизируют испытание человека при переходе на высокий уровень духовного развития. Один грифон – это олицетворение мира нижнего, второй грифон – олицетворение мира верхнего. И они терзают, человек проходит через
телесные и духовные терзания, прежде чем подняться на следующий, высший уровень духовного развития. И человек проходит трижды в течение своей жизни, трижды вот такие вот испытания. Потом слева и направо, слева и справа есть картинка. Лев вот справа схватил кабана, этот пантера не трогает, просто стоит дальше, не хватаясь за кабана. Это говорит о том, что если человек гоняется только за материальным благом, кабан – это символ материального достатка, то и не заботится о своих духовных потребностях, в конечном счете он превратится в свинью. Слева, вот смотрите, лев и пантера терзают оленя рогатого. Это врага, вы знаете, это символ духовного роста. Если человек в погоне за материальными благами заботится и о своем духовном развитии, у него есть шанс нарастить свои рога, поднять себя до уровня мудреца-шамана. А вот слева и справа заяц убегает от собаки. Это говорит, если человек боится вступать в борьбу за свое совершенство, то он подобен трусливому зайцу. Слева и справа на краю сидят саранча, самец и самка. На древнем языке саранча называется агна. Имеет два понятия. Агна – это тот, который живет только ради того, чтобы покушать. Это самый нижний уровень духовного развития. Люди, которые живут ради живота своего. Наша и сегодняшняя элита как раз она такая. Воровская. Они воруют только материально. А о другом не думают. Значит, средний ярус показывает, это сплошная пластина. Это незыблемость законов природы. Это флора и фауна. Там 5 птиц. А верхний ярус я называю скифской идиллией. В центре 2 человека. Один справа – это вождь, правитель, слева – мастер. О подчиненности говорит вот опять колено преклоненная поза мастера слева. А справа, он, видите, смотрит прямо и вот указательным пальцем показывает. Он указывающий перст. Он правитель явно. Человек приходит голым, но на земле есть все для того, чтобы одеться, обуться, покушать. Вот об этом говорит. Ну и в то же время это опять правое полушарие, левое полушарие. Указывающий палец указывает на треугольник. Это и нить в руках, нить жизни не прервется лишь тогда, когда человек будет придерживаться вот концепции о трехсоставном триедином мире. Верхний ярус, там войн нет, испытания прекратились, поэтому оружие висит снизу и сверху. Ни с верхним миром, ни с нижним противоречий нет. Об этом тоже можно рассказывать очень долго. И вот животные расположены по значимости в скифском степном хозяйстве. Первый – это кобыла с жеребенком, корова с теленком, овца, которую доит с одной стороны мальчик, с другой девушка, коза с козленком, и с краю с одной стороны утка, с другой сокол. Это принципы распределения природных ресурсов. Как нужно делить землю? Поровну на брата, по справедливости. Ну и от результатов своего труда результатами своего труда должны пользоваться и простые работяги. Вот о чем говорит. И вот смотрите, слева-справа одинаковое количество животных. Это говорит о справедливости распределения поровну каждому по труду. Вот. А с краю утка и сокол, что вот в скифской идиллии есть место и полезной мужской забаве. Соколиная охота.
Вот. И вот Троица Небесная, первая Троица, Троица Андрея Рублева. Андрей Рублев, про эту Троицу я написал книжку. Скоро мы снимем видео. Они по понятиям, они все это одно и то же выражают. Вот наш Сергей Коновяз – нижний мир, средний мир и верхний мир. Но об этом тоже у меня лекция, там, полуторачасовая лекция. Вот эта картинка показывает символы церковные, символика, архитектуру православного храма до XIII века, после XIII века. Крест Лазаря, так называемый человек, вот, по представлениям восточных учений, он светится как солнце, радуга. Это тоже символы солнцепоклонничества. Вот на этой картине я показываю крест Лазаря. Он продуман очень хорошо. Вот основание, вот смотрите, два ребра закладывает основу личности, конечно, мать до 8 лет. И на этой основе человек развивается духовно. 3-й уровень, 4-й уровень не все проходят, только люди с гармонично развитым левым полушарием, то есть с логическим мышлением и правым полушарием, интуитивным мышлением, они проходят на высший уровень. И вот перекладина показывает, что это запрет стоит. На 6-й уровень проходят только те, которые имеют благородных предков. Вот трость и копье рассказывает нам об этом. Есть 3 подъяруса. Вот 7-й уровень и 8-й уровень, где открываются врата на уровень верхних, высших творцов. Но об этом у нас тоже есть лекции, где очень подробно мы разбираем каждый знак, особенно вот эти руны, что они нам говорят. Но об этом вы при желании можете послушать лекции. Также вот православие или вот первое название ортодоксия. Ортодоксия византийская, Восточной империи. Ортодоксию, конечно, принес туда Аттила. И Аттила преобразовал арианство Восточной империи. И там впервые появились типовые храмы, монастыри, где они воспитывали лучших людей. Ну и вот эту систему мировоззренческую они переделали в другие образы, человекоподобные, антропоморфные образы, и написали иконы. Иконы — это айкюн, создай солнечную узду, называется. Ну и мы по ряду признаков на этих картинах, а также в результате при помощи расшифровки рун, которые сопровождают эти иконы, мы определили иерархию этих иконах, которые составлены по аналогии с степным, с гиперборейским представлением о небесной иерархии. В каждой иконе у нас есть тоже лекция, где мы приводим доказательства, неоспоримые доказательства верности этих образов. Также вот мы сейчас показываем. Здесь показаны те же вот наши лоси. И вот уровни духовного развития, они показаны также в архитектуре православного храма. Вот такая архитектура появилась во времена так называемого татаро-монгольского ига. Здесь 9 куполов, это 9 уровней духовного развития. Ну и любая мировоззренческая система, она опирается на календарь. Это вот я показал картинки. Это «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, древний якутский оберег «Пятиглаз». Это монета Ахименидов и вид сверху храма Христа Спасителя, главного собора РПЦ.
Это все говорит нам о сути древнего 13-месячного календаря. У нас есть лекции, также полутора-, трехчасовые лекции про суть этого календаря. Этот календарь составлен из самый первый календарь, Пятиглаз называется. Это первые 5 дней летнего солнцестояния. Это эпогемональные дни, так называемые. Они выделяли эти 5 дней отдельно, как за первый месяц. И за этими 5 днями следует 12 апостолов, тех самых 30-дневные 12 месяцев. Очень подробно это разбираем на лекции. Этот знак, этот символ повторяется и на куполах православных храмов. И тут сразу видно, что это не случайное совпадение. Это такой храм появился, это византийского стиля называется. Это мудрецы Аттилы построили такие храмы, солнечный календарь. В славянских узорах этот символ присутствует как центральный элемент, но о сакральности, к сожалению, русские забыли. Мы этот пятиглаз мы придаем очень такое важное значение этому оберегу. Все мы знаем, что это сакральный символ. И малюем его где попало, всюду. И еще один вид древнего календаря, он такой. Он стоит, на месте встречи Солнца, в местности Висхотым, где проводят эсэх, где встречают Солнце в утро дня летнего солнцестояния. Это тоже древний календарь, один вид. И он тоже, кажется, очень сильно широко распространен. Смотрите, даже храм Рамзеса, сейчас вы даже, если не разбираетесь так глубоко в знаках и символах, но тут сразу вы увидите 4 дня, на которых держится год и 5 тех самых эпогемональных дней. Храм Хора Ветфу, это 2-1 века до нашей эры. И переносимся еще в Рим. Это триумфальная арка, построенная Константином Великим в честь победы над сепаратистами. Это когда Римская империя управлялась из 4 центров, он тетрархов уничтожил и в Риме поставил такую триумфальную арку. Это не что иное, как 13-месячный древний календарь. Но об этом мы тоже рассказываем, пишем. И в заключение я бы хотел показать 5 известных шедевров во всем мире архитектуры, искусства. Они все связаны одним культурным кодом, я бы сказал. Если мы сумеем объяснить это, довести до понимания миллионов людей, я верю, мир преобразится. С такой целью и мы затеваем этот конный поход. Цель, значит, привлечь внимание людей на истинную картину мира, на нашу историю, на европейский цивилизационный, культурный, не европейский, евразийский цивилизационный культурный код. Это все наглядно, все видно. Любой, который внимательно посмотрит, послушает нас, почитает, то он поймет. Даже древние необразованные люди с первого пинка понимали суть этих произведений. Но мы работаем уже 20 лет, написали кучу книг, выступаем, лекции читаем, но эффективность почти нулевая. Нас даже в Якутии не знают многие.
Но сейчас немножко про Селеста знают. У нас много учеников. Многие сами уже обучают людей. Но современный человек современного потребительского общества, он задавлен своими проблемами, в первую очередь проблемами ипотеки, кредитов. Если древнего раба водили, ковали, заковывали железные цепи за шею, у сегодняшнего раба на шее у него финансовая удавка. И его мысли всегда связаны, как бы выплатить ипотеку, как бы выплатить кредит. И ему некогда о самых насущных вещах. И человек выйдет из этой кабалы только лишь тогда, когда он наконец-то начнет думать о самых нужных вещах, об основах мироздания, о том, кто он есть на самом деле человек, для чего он пришел на эту бренную землю. Поэтому мы решили ударить автопробегом по грязи, да? Образно, конным турне по Евразии. Есть такое выражение: если хочешь, чтобы тебя увидели, встань и покажись. Если хочешь, чтобы тебя услышали, говори. С такой целью мы затеваем такой проект, чтобы привлечь внимание миллионов. Тут есть еще один такой сакральный смысл. Мы пойдем по курганам, будем там в регионах собирать всадников из местных людей, побольше людей. Мы наймем хорошую съемочную группу, будем вести стримы в YouTube, в других социальных сетях. Будем рассказывать, параллельно будем показывать лекции, вести вебинары, прочее. Мы уже одеваем в древние латы 4 всадников апокалипсиса. Это тоже, чтобы привлечь внимание людей. И пустим их по Евразии. Не самим, не конным ходом, а мы просто от кургана к кургану, из региона в регион будем возить лошадей в коневозках. Это будет автопробег. И по приезду в регион, такой исторический, с курганами регион, мы будем собирать потомков скифов. Будем планировать, конный поход от точки А до точки Б, такой короткий, допустим, с населенного пункта какого-нибудь до кургана. Будем снимать очень красочную такую картину, будем показывать это людям. Возможно, получится такой содержательный документальный фильм, который тоже будем показывать. И когда мы идем по таким сакральным местам, по могилам древних царей, владык степей, мы дотронемся до очень мощного эгрегора, до очень мощной энергетики. И мы уверены, что наши предки будут нам помогать. Это очень-очень предварительно, чтобы только показать. На самом деле окончательный маршрут мы еще не верстали. Мы только начинаем. После этой презентации мы начнем рассылать по регионам и будем ездить, чтобы сделать окончательный маршрут. Цель, как я сказал, популяризация восстановленной истинной мировоззренческой идеи, которая должна сменить ныне доминирующую. И вторая цель — раскрытие смысла евразийского культурного цивилизационного кода, который должен стать формирующей основой всего человеческого бытия. Первый этап мы намерены снять этой осенью в 3 местах и составить маршрут.
Вот 22 год. Почему эти все 3 места расположены в пределах Хангаласского улуса? Вот я показал красными треугольниками. Ну, первое – это эти наши лоси. Мы там снимем хорошую картинку. Хотим привлечь сотни всадников, провести обряд. Второй рисунок – это вот 3 точки, это 3 мира. 9 черточек, 9 небес, фигура шамана. И вот сакральное место тоже Джарханартага. Мы называем это ковчегом завета. Здесь есть и чаша Грааля, есть и копье судьбы, есть 4 всадника, которые с собой олицетворяют 4 религии. Вот иудаизм в корне, христианство, ислам. И мы должны поднять солнцепоклонничество на самый верх. Вот об этом тоже мы расскажем, покажем. Есть книга о падении всех религий. Говорили очень многие провидцы. В том числе и вот наш великий ученый-этнограф Гавриил Ксенофонтов. Вот. И второй этап – это 23-й год. Это мы пойдем уже по готовому маршруту по России, по Монголии, по Казахстану, Украине, Приднестровье. Вот. По маршруту конного турне в Алтае, Хакасии, Туве, Казахстане, Оренбурге, Ставрополе, в Крыму, на Украине, в Приднестровье задуман сбор максимально возможного количества всадников на местах, чтобы провести древний обряд поклонения духу предков у подножий известных курганов скифских царей и заснять зрелищные ролики с целью привлечения внимания миллионов людей к восстановленной истинной картине мира. Нашу историю объединяют скифские курганы. Их тайна разгадана, и мы хотим донести это людям. И мы даем контакты для тех, кто желает участвовать в проекте. Вот. И реквизиты для оказания материальной поддержки нашему проекту. И очень надеемся, что мы найдем у многих понимание. И то, что вот задумано, мы выполним. Это наша миссия. Мы так понимаем. Вообще миссия нашего народа, якутского народа, народа Саха, испокон веков, оказывается, было распространение, восстановление истинных представлений о мироустройстве. Так действовал Аттила, так действовал Чингисхан. И сегодня настал наш черед. Мы это понимаем и принимаем. Вот что я сегодня хотел сказать. На этом заканчиваем. Спасибо, что послушали, проявили интерес к нашему проекту. Вот.